Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Меры поддержки для участников СВО, их детей и других родственников расширят. Этот вопрос президент России Владимир Путин обсудил на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала Фонда «Защитники Отечества». Участники СВО, которые захотят развивать свой бизнес, смогут получить поддержку государства по соцконтрактам. Для этого в рамках программы увеличат финансирование и выделят отдельные направления для бойцов. Президент поддержал идею ввести минимальные региональные нормы поддержки бойцов СВО и их семей. Бойцы, которые отправились на СВО из тюрем, смогут получить статус ветерана боевых действий. Также проработают вопрос о выплатах совершеннолетним детям погибших бойцов СВО. Меры соцподдержки расширят на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынках погибших участников СВО. Близкие пропавших без вести военнослужащих смогут получить поддержку через фонд «Защитники Отечества». Владимир Путин отметил, что родственники пострадавших и погибших бойцов должны получать помощь психологов с первых дней. Президент предложил называть улицы, школы и институты в честь героя СВО. Полицейским разрешат свободно заходить в дома нелегальных мигрантов. В России в рамках норм о контроле за мигрантами, подпавшим под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы. Соответствующие нормы закреплены в законе, который вступил в силу 5 марта. Помимо доступа в жилье, полицейские смогут запрашивать у российских госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Кроме этого, сотрудники МВД смогут получать от банков сведения о банковских счетах иностранцев и движении денежных средств по ним. Полиция также получит право на наблюдение за иностранными гражданами в режиме высылки, в том числе используя технические средства. Правоохранителям разрешат использовать данные мобильных устройств и геолокации платежных систем, работающих в системе распознавания лиц. В России ввели скидку на билеты для детей в поездах дальнего следования. Скидка составляет 50% для детей от 10 до 18 лет на билеты в поездах дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Речь идет о всех поездах дальнего следования за исключением скоростных. Скидка составляет 50% для детей от 10 до 18 лет на билеты в поездах дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Речь идет о всех поездах дальнего следования за исключением скоростных. Льгота будет предоставляться на проезд в плацкарте, общих вагонах и в вагонах 2 и 3 классов в электропоездах и дизель-поездах. Как ранее отметил глава Минтранса Роман Старовойт, предложение о скидке было предложено Госдумой в апреле 2024 года. Он заявил, что постановление о льготах на проезд в поездах станет гарантом со стороны государства по поддержке семей, сделает льготу понятной, не требующей дополнительных подтверждений в виде справок из школ. Ранее замминистра транспорта Алексей Шило сообщил, что министерство выступает за введение круглогодичной скидки 50% в поездах дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно и считает несправедливым ее действие только в учебное время. В январе 2025 года в России вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. Льготу на внутренних рейсах авиакомпании обязаны предоставлять детям с гражданством России в возрасте от 2 до 12 лет, которые летят с сопровождающим их пассажиром. Согласно документу, дети до 2 лет с одним сопровождающим пассажиром на внутренних рейсах имеют право на 100% скидку на билет без предоставления ребенку отдельного места. На международных рейсах скидка уменьшается до 90%. Билеты бизнес-класс и на субсидированные маршруты для детей продаются по обычным ценам. Изменения в трудовом законодательстве защищают контрактников. С 1 марта 2025 года заработали поправки с гарантиями для контрактников. Работодатели обязали приостанавливать действие трудового договора со специалистом на весь срок контракта о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Ранее гарантия была закреплена в Трудовом кодексе Российской Федерации с отсылкой к норме, где срок контракта ограничен – год или меньше период. Аналогично изменили время предоставления гарантии родителям с детьми определенного возраста, если другой родитель проходит военную службу по данному контракту. Изменения направлены на защиту прав и улучшают положение работников. Ранее трудовой договор был связан с документами о службе, которые были ограничены по срокам, но мужчины заключали контракты на более длительные сроки или с открытой датой.
Теперь работник не обязан информировать работодателя, почему он не вернулся на должность через год. Работодатель должен принять заявление, сотрудник должен написать его на основании уведомления о заключении контракта о военной службе или повестке. В заявлении сотрудник указывает ФИО, должность, просьбу приостановить действие трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации или заключением контракта. На основании заявления работника нужно издать приказ о приостановлении трудового договора. Сроком начала приостановления будет дата явки на пункт сбора, которая указана в повестке, или дата заключения контракта о военной службе. Срок окончания службы в повестках и уведомлениях не пишут, не указан срок и в мобилизационных предписаниях, поэтому прописать конкретную дату окончания приостановления трудового договора в приказе невозможно. Поэтому в приказе надо указать, что договор приостанавливается на весь период военной службы по мобилизации или по контракту. Госслужащих могут лишить права выезда за границу на 5 лет после увольнения. Депутат Петербургского законодательного собрания Алексей Зинчук предложил ввести 5-летний запрет на выезд за границу для чиновников, уволившихся с госслужбы. Это предложение связано с недовольством тем, что некоторые высокопоставленные лица покидают Россию после завершения своей карьеры, не оставляя за собой отчетности о своих действиях. Зинчук предложил дополнить закон о порядке выезда из Российской Федерации положением, которое будет касаться руководителей и помощников из реестра должностей Федеральной госслужбы. Депутат считает, что такие меры помогут предотвратить утечку информации и защитить государственные интересы. Он также отметил, что сам предпочитает проводить отпуск в России, например, в Сочи. По словам Зинчука, запрет на выезд должен распространяться не только на высокопоставленных чиновников, но и на всех, кто декларирует свои доходы и имущество. Он уже направил инициативу в Совет законодателей и ждет реакции федеральных коллег. Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал идею, но отметил, что необходимо учитывать различные обстоятельства, такие, например, как здоровье. На сегодняшний день в российском законодательстве уже существуют ограничения на выезд для лиц с доступом к секретной информации, призывников, а также для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях. Эксперты отмечают, что вопрос о расширении этих мер требует дальнейшего обсуждения и проработки. Кому из зарубежных брендов не суждено вернуться на рынок России? Недавние заявления компании Renault, которая объявила о своем намерении вернуться на отечественные просторы, возможно, и были нацелены на проявление благодушия в ее сторону, но, вне всякого сомнения, французским бизнесменам суждено пройти очень долгий путь, чтобы вновь добиться расположения к себе. Различные инсайды о возвращении компаний и корпораций на российский рынок подчас звучат вполне объяснимо. Ведь после подсчетов упущенной годовой прибыли и зафиксированного снижения спроса на их продукцию беглецам очень хочется вернуться на былые объемы. Однако все эти шаги до сей поры делаются крайне скрыто и осторожно, боясь взгляда со стороны бенефициаров. Как полагает портал «Автовзгляд», именно те, кто изначально подал руку к сближению и улучшению отношений, будут в числе первопроходцев на нашей земле, возможно, даже объявив о начале официальных поставок Tesla в Россию. Следующим, кто явно нацелен появиться в России, скорее всего, будут корейские компании, ведь их бизнес в нашей стране сохранился в большем объеме. Завод Hyundai, хоть и работает сейчас по другим брендам, вполне может продолжить выпуск первичных российских моделей. Поиск сотрудников корейской Kia в России уже ведется. После возможен приход и японцев, чьи заводы хоть и находятся в состоянии консервации, но при этом их представительства продолжают работу. Запчасти поставлялись, и гарантийные обязательства исполнялись. Однако история с европейскими брендами уже далеко не так радужна. Их демарш с хлопанием дверями не остался незамеченным и был оценен по праву. Volkswagen на этом фоне лишился сразу 2 заводов. Потеряна производительность площадкой баварцами из BMW. Renault хоть и заискивающе заглядывается в глаза, но АвтоВАЗ уже не готов второй раз подать руку дружбы. Но главное не забыть, что пока они думают и говорят, другие делают. Китайские автопроизводители, прочно осевшие на рынке России, наполнившие его изобилием марок и моделей, заняли достойные места и получили симпатию со стороны отечественных потребителей, а потому и свои позиции сдавать вряд ли будут. На Приполярном Урале выставлены посты Спаскоми. С 1 по 31 марта в районе Аронецкого перевала на Приполярном Урале выставлен временный спасательный пост Спаскоми. Пост в Печорском районе ежегодно работает по соглашению между аварийно-спасательными отрядами Спаскоми регионального комитета ГО ЧС и руководством Национального парка Юга-2. Цель работы спасателей – оказание помощи туристическим группам и выполнение поисково-спасательных работ, спасение людей во время массового нахождения туристов в горах.
Пост оснащен снегоходами с санями, лыжами, альпинистским снаряжением, средствами поиска в лавинах, медицинским снаряжением, радиостанциями и спутниковым телефоном. С 7 марта по 6 апреля еще один временный пост будет выставлен в Интинском районе на базе «Желанная». Поездки на поезде станут комфортнее для инвалидов. Заместитель председателя правительства Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова приняла участие в прямой линии ЦУР региона 5 марта. Ей поступил вопрос, касающийся проезда инвалидов на поезде. Сейчас малоимущие люди с ограниченными возможностями здоровья для поездок по остросоциальным нуждам получают в органах социальной защиты транспортные требования, которые можно обменять в железнодорожной кассе на билет. Они дают право на место в плацкарте, но не в купе, что может быть неудобно для инвалидов. По словам Екатерины Грибковой, транспортное требование в настоящий момент действительно можно обменять только на плацкартный вагон, но изменятся правила в ближайшее время, подчеркнул зампред. Учитывая, что данное обращение не первое, обращения такие уже поступали от людей с инвалидностью, которые передвигаются на кресле-коляске. Они провели большую работу, внесли изменения в действующее законодательство, и документ уже подписан и с 14 марта вступает в силу. Соответственно, с 14 марта уже можно будет обращаться в железнодорожные кассы, и бесплатный будет билет как раз таки в купейном вагоне, специализированном для такой категории населения. Руководитель управляющей организации «Восход» привлечена к административной ответственности за отказ в организации общего собрания собственников. В службу Республики Коми Стройжилтехнадзора от жителей дома 31 по улице Куратова города Инты поступила жалоба на отказ со стороны управляющей компании провести общее собрание собственников в их доме. Жители сообщили, что подали в управляющую компанию заявление о проведении общего собрания собственников. Заявление было подписано более чем 10% голосов от общего числа голосов собственников дома. В соответствии с частью 6 статьи 45 ЖК РФ управляющая организация обязана организовать проведение общего собрания в течение 45 дней с момента поступления такого обращения. В данном случае управляющая компания ответила отказом, что явилось нарушением и привело к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, возложено на должностное лицо данной управляющей компании. Дело об административном правонарушении рассмотрено руководителем службы Ольги Микушевой в ходе рабочей поездки в город Инта. Аферисты с помощью фейкового аккаунта выманили у интинского педагога все ее сбережения. В дежурную часть МВД России Интинский обратилась 44-летняя сотрудница образовательного учреждения, которая стала жертвой дистанционного обмана. Как пояснила педагог, в мессенджере поступило сообщение якобы от имени ее непосредственного работодателя с просьбой ответить на звонок представителя силового ведомства с определенного номера и оказать ему всяческое содействие. Вскоре с женщиной связался указанный ее директором абонент и заявил, что его служба зафиксировала попытки перевода с ее банковского счета денег в пользу вооруженных сил Украины. Далее он потребовал действовать по его инструкции: установить на телефон приложение Мирпэй, подключить виртуальную карту, привязать к ней безопасный счет и перечислить туда все свои сбережения в сумме 300 тысяч рублей. Затем собеседник продолжил психологическое давление на свою жертву и под различными предлогами стал убеждать оформить онлайн-кредит в 1 миллион рублей. Но банк отклонил эту финансовую операцию. Тогда потерпевшая все же решила позвонить своему руководителю, от которого получила первоначальное сообщение. Оказалось, что переписка с ней велась с фейкового аккаунта. За помощью женщина обратилась в полицию. По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 150 УК РФ «Мошенничество». МВД по Республике Коми рекомендует, прежде чем действовать по инструкции телефонных незнакомцев, перезвоните автору сообщения и уточните у него, действительно ли это он писал вам в мессенджере. Звонить необходимо при помощи обычной телефонной связи на номер, который записан в телефонной книге вашего смартфона. Мошенники постоянно маскируются под сотрудников банков, государственных организаций или работодателей. Всегда проверяйте подлинность таких обращений. Важно помнить, что органы власти никогда не требуют по телефону от граждан проведения каких-либо действий, тем более касающихся финансовых операций. Будьте бдительны. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Что за масштабный форум «Родные и любимые» пройдет в Инте? Арктический семейный форум «Родные и любимые» пройдет 21-22 марта этого года в Инте. Мы приглашаем семьи из Республики Коми для общения и обмена опытом. Участниками форума станут 70 человек, включая иногородних гостей, и 20 интинцев. На данный момент 10 муниципалитетов уже подали заявку на участие в форуме.
К участию от НТ приглашаются активные семьи, зарегистрированные в движении первых и являющиеся членами родительского сообщества «Родные любимые». Если вы хотите присоединиться к форуму, пожалуйста, сообщите нам об этом в личных сообщениях группы «Движение первых ИНТА» в социальной сети ВКонтакте. Программа форума включает просветительский модуль, экскурсию, мастер-классы и торжественное открытие с тематическим концертом во Дворце культуры и техники. Особое внимание будет уделено этнофестивалю традиции оленеводов Шонди-Кыдж «Солнечный круг». Также будет организован парад семей, и в течение 2 дней участникам будет предоставлено горячее питание. Форум станет площадкой для обмена опытом, вдохновением и укреплением семейных связей. Участники смогут узнать новое, познакомиться с культурой региона и найти единомышленников. Это будет незабываемое событие для интинцев и гостей города. Присоединяйтесь! Как изменится оплата за отопление с 1 марта в Инте? Действительно, в средствах массовой информации прошла такая информация об изменении порядка начисления платы за коммунальную услугу по отоплению. Но здесь я бы хотела успокоить жителей: эти изменения не коснутся Республики Коми. В Республике Коми принято решение о применении при начислении платы за отопление порядка расчетов равномерными платежами в течение года. И только жителям домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, предоставлено право самим принять решение о применении в отношении их конкретного дома порядка начисления платы только в отопительный период. Для нашей республики ничего не меняется, все остается по-прежнему. Какие услуги может предоставить 5-й канал для выпускников школ и детских садов? Совсем скоро начинается самая горячая пора выпускных в детских садах и последних звонков в школах. Мы напоминаем интинцам о том, что в ассортименте услуг 5-го канала есть такая возможность, как снятие полностью последнего звонка, выпускного утренника в детском саду, а также подготовка роликов для использование их во время этих праздничных мероприятий. Эти ролики могут остаться у вас надолго, на память, но хотим обратиться к интинцам. Сделать их нужно заранее, то есть не получится так, что вы придете за 5-10 дней, и мы вам быстренько что-то сделаем. Уже сейчас нужно озаботиться этим вопросом, прийти к нам, продумать сценарий. Мы поможем вам составить сценарий, поможем снять весь видеоматериал, смонтируем его, и вы можете полноценно использовать. Услуги у нас недорогие. 1 минута подобного ролика будет стоить для вас в пределах от 1 до 2 тысяч рублей. Все зависит от того, чей будет сценарий, ваш или наш, а также от уровня вложенных усилий. Кроме того, у нас цена пока не повышается, и мы напоминаем о том, что забронировать съемочную группу нужно заранее, потому что видеооператоров в городе не так много, а утренники проходят все примерно в одно и то же время. Поэтому, если вы не хотите остаться без памяти, такой важный для вашего ребенка день, уже сегодня можете позвонить и зарезервировать съемочную группу на ваше выпускное мероприятие. Оставить заявку можно будет как в группе ВКонтакте телестудии 5 канал, так и позвонить нам по телефонам 650 76 и 627 55. Кто и как может получить льготные лекарства? Да, существует несколько категорий пациентов, которые могут получать льготные лекарственные препараты. Но первая категория – это так называемые федеральные льготники, которые получают лекарства по программе обязательного лекарственного обеспечения. Да? Это люди, которые имеют право на получение бесплатных лекарств по 178 федеральному закону. Перечень там тоже не маленький, но основные категории туда входят: это инвалиды войны, участники войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды. То есть это основные категории. Эти пациенты просто обеспечиваются за счет средств федерального бюджета. Обеспечиваются они по рецептам, выписанным врачом. Список препаратов, которые подлежат
подлежат бесплатной выдаче, они регулируются постановлением правительства, да, которое, значит, регулирует список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Он обновляется ежегодно. Со списком можно ознакомиться на нашем сайте Интинской ЦРБ, а также у нас в поликлинике. То есть те, кто интересуется, могут обратиться и ознакомиться с этим списком препаратов. Вторая часть льготников, которые имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, это уже люди, которые обеспечиваются за счет региональных средств, то есть региональные льготники. Здесь действует постановление 890 правительства Российской Федерации. Это тоже участники войны, и ветераны боевых действий, и лица, которые пострадали в Чернобыле, сюда относятся. Также инвалиды относятся, первой группы и второй неработающие, дети-инвалиды, а также просто вот дети до 3 лет. И, значит, пациенты, имеющие определенные заболевания. Перечень этих заболеваний, он тоже перечислен в этом постановлении. Но скажу самые основные, те, которые как бы наиболее у нас распространены, и больше пациентов получают льготы по этому заболеванию. Это прежде всего онкологические заболевания и сахарный диабет. Люди, которые имеют эти заболевания, должны стоять на диспансерном учете у врача, и они обеспечиваются лекарственными препаратами в полном объеме, то есть всеми необходимыми препаратами для лечения любых заболеваний, которые имеются у этих пациентов. Но также туда входят другие заболевания в этот список, например, бронхиальная астма, некоторые психические заболевания, ревматологические заболевания, неврологические, но там уже список препаратов, он ограничен, то есть там выписываются бесплатно только те препараты, которые используются для лечения именно этого заболевания. Следующая у нас категория льготников, она достаточно немногочисленна, это пациенты, входящие в группу 14 высокозатратных нозологий, то есть это довольно редкие заболевания, которые обеспечиваются буквально индивидуально. То есть это могут быть и заболевания крови, заболевания тоже онкологические, заболевания нервной системы. То есть там под каждого пациента как бы выделяются препараты. Следующая, значит, группа заболеваний, которые тоже попадают под льготную категорию граждан, это у нас действует как бы приказ сейчас 37Н Минздрава Российской Федерации по пациентам, которые перенесли острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. Если они перенесли операцию на сердце по аортокоронарному шунтированию или стентированию сосудов сердца, по радиочастотной абляции. Такие пациенты имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов в течение 2 лет после перенесенных вот этих вот сосудистых событий. Для этого тоже нужно состоять на учете у врача. Ну и вот сейчас последняя есть категория, это федеральный проект по лечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. То есть люди, которым показано лечение, назначает это лечение врач-инфекционист в республиканской больнице, они обеспечиваются бесплатно препаратами противовирусными на курс лечения. Для того, чтобы получить бесплатный препарат лекарственный, необходимо прежде всего обратиться к врачу в поликлинику, потому что по всем заболеваниям с этими льготами нужно состоять все-таки на учете у врача, либо терапевта, либо специалиста, и врач выписывает льготный рецепт, с которым пациент обращается в нашу аптеку ГУП-ГАРК номер 114, и ему там выдают лекарственный препарат. Рецепты у нас выписываются чаще всего на срок до 2 месяцев, потому что закупка лекарственных препаратов производится на определенный период, и для того, чтобы обеспечить всех этими препаратами, необходимо такое вот регулирование. В некоторых, конечно, случаях можно выписать и до 3 месяцев, если пациенты куда-то выезжают на длительный период.
но и вообще получающие лечение люди, они должны все-таки наблюдаться врачами, да, то есть как минимум 2 раза в год осматриваться врачом, у которого он состоит на диспансерном учете, для того, чтобы смотреть необходимость дальнейшего лечения этими препаратами, необходимость коррекции дозировки. И в настоящее время все лекарства, они выписываются только после осмотра врача, потому что если раньше где-то можно было это сделать и без осмотра, то сейчас без осмотра врача, записи в нашей единой медицинской системе мы не можем выписать лекарственный препарат. Поэтому нужно планировать все заранее. То есть если вы являетесь льготником и знаете, что лекарственные средства у вас закончатся через 2 недели, то надо заранее записаться на прием к врачу. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!